Ну и считается, средиземноморское питание, оно наиболее такое оптимальное, подходящее ко всем этим патологиям со стороны сердца. Это морская рыба, нежирная морская рыба. Овощное питание, салаты всевозможные, фрукты. Мясо больше вареное, чем жареное, вот, нежирное. Исключать животные жиры, больше пользоваться растительными маслами. Ну вот, я думаю, что это оптимальная была бы диета для больных сердечно-сосудистой патологии. Это является довольно-таки агрессивными средами для организма, для сердца тем более, и для сосудистой системы. Ну, к сожалению, мы без этого не обходимся. У всех людей какие-то возникают проблемы, стрессы. Но стараться надо избегать этих проблем, стрессов. И если человек очень возбудимый, все, то консультироваться со специалистом, невропатологом, получать соответствующую терапию, чтобы нервная система была более спокойная и тоже, в общем-то, влияет на работу сердца, возникает тахикардия, всевозможные нарушения работы сердца. Первым делом возникает это одышка, боли в сердце, сердцебиение. Это одни из основных жалоб больных сердечной патологией. У больных с ишемической болезнью сердца, то есть с поражением коронарных сосудов, у них чаще всего возникает болевой синдром. Если у больного возникли боли в области сердца при небольшой физической нагрузке, там 100 метров, 200 метров, то такого больного надо обязательно обследовать. Боли возникают за грудиной. Они отдают в шею, в лопатку, в левую руку, онемение нижней челюсти, судорогой сводит нижнюю челюсть. То есть вот эта симптоматика, она характерна для больных со стенокардией. Очень быстро надо вызвать скорую, чтобы они сделали обезболивающее и быстро везли в стационар. То есть, если инфаркт был бы обширный, и если вовремя, в пределах 90 минут, полутора часа успеть сделать коронарографию и стентирование, то зона инфаркта будет намного меньше. Лишний вес очень сильно влияет. Он влияет не только на сердечную деятельность, на все органы. Нагрузка на сердце увеличивается в несколько раз. Поэтому почему рекомендуют диету, и чтобы человек похудел, чтобы вес соответствовал росту человека. Ну, в среднем где-то, если 75-76, метр 75, метр 76, вес должен быть в пределах, если в пожилом возрасте, 80-85, не сильно превышать. А когда человек метр 80, метр 70, а вес 120, то это очень большая нагрузка. И очень тяжело переносят они все медикаментозные, вернее, оперативные вмешательства всевозможные. Все, они тяжелее переносят, чем обычный худой больной. Вы знаете, инфаркты миокарда действительно помолодели. У нас раньше, лет 15-20 назад, сказать, что у больного 36, 37, 32 года случится инфаркт миокарда, это была казуистика, это была крайне редко. Сейчас намного чаще встречается у молодых людей инфаркты миокарда. Видимо, связано с нашим модернизацией, я не знаю, компьютеризацией, со всем этим, видимо, жизнь наша бежит вперед по сравнению с более спокойной жизнью 15, 20, 30 лет назад. И нагрузка на человека, на мозг, на все органы, на сердце увеличилась в связи с современной жизнью. Это не доказано, но часто очень встречается так, что если в семье были у кого-то сердечная патология, то чаще всего, не чаще всего, встречается, что и у детей, и у
внуков, бывает это, передается. Но это не доказано генетическим путем, наследственным путем, пока это не доказано. Предположений, теорий очень много. Ну, вы знаете, крепкий кофе, конечно, и большое количество в день выпивать, это не безвредно. Ну, американцы считают небольшие чашечки, 3-4 чашечки в день, это большого вреда не приносит, тем более со сливками, все, небольшие порции кофе, они не вредят, тем более крымским татарам.